4 года назад мы познакомились с приемной семьей Кузьменковых из поселка Чульман Нерюнгринского района. Елена Николаевна воспитывала 2 приемных детей – 13-летнего Сергея и 9-летнюю Настю. И вот спустя 4 года мы прилетели в Нерюнгринский район на съемки приемных семей. Конечно, мы навестили приемную семью Кузьменковых в поселке Чульман. Нас встретили Елена Николаевна и 14-летняя Настя. Сергей сейчас живет и учится в Якутске. Ну, Сережа уже у нас взрослый, ему уже 18 лет. Он сейчас живет у нас не с нами, он сейчас уехал в Якутск. Но это его был выбор. Конечно, хочется, чтобы дети были все возле этого, но он поехал туда, потому что у него там родственники. Мама, сестры мамины. Ну, он там в Жатае учится, в Речном. Ну, он сюда приезжает, конечно, все. Вот 18 лет он уже все уехал. Вот мы сейчас с Настенькой. И еще у нас вон член семьи Ханчик. Я на пенсии, пеку торты, вот эти всякие вкусняшки на продажу. Потому что надо. Не работаю, потому что у нас была тут сильная проблема 2 года назад, да, Настя? У меня была замена тазобедренного сустава, я ходить не могла. Настенька у меня, конечно, тут беда и выручка была. Она утром и научилась уколы делать. Уколы, пистолет такой есть, знаете, специально медицинский. Вот она и уколы делала, и все. И потом год, наверное, реабилитация, да, Настя, была? Настя так в это вообще. Она и утром, и со школы придет укол делать, и вечером перед сном, и намажет, и все сделает. Конечно, большая помощь от нее. Ну и сейчас она у меня. Конечно, тяжело у нас то, что у нас начался переходной возраст. Мы в своем детстве знали, переходной возраст – это прыщики какие-то. А тут не трогайте детей, у них переходной возраст. Я говорю, ты что за переходной возраст вообще? Говорю, у нас такого не было. Ну, бывает там, что-то начнем-то. Но это семья есть, семья, естественно, это вот формируется характер, это все, как говорится. Но все равно вот она вот все это благодаря с помощью ей. Все она помогает, она постоянно насчет этого молодец. Она у меня учится, она очень хорошо у меня. Вот она 6 лет отличница вообще была, а в прошлом году у нее 2 четверки были, да, по математике, да, и геометрии. Алгебра и геометрия. Вот, но самое большое наше достижение, считаю, это то, что мы семья. Все у нас бывает, и мы поругаемся, и бывает у нас настроения нету. У меня переходной возраст, не трогайте меня, я вот не в настроении, я проснулась, я не хочу ни с кем разговаривать. Ну хорошо. Подходит ко мне Лена, я говорю, ой, у меня настроения нет, у меня переходной возраст. Все, не трогайте меня. Она, ну что ты надо мной смеешься? Я говорю, ну так как же, это же все равно надо как-то. Ну, находим, все равно общий язык мы находим. У нас как-то нету такого, чтобы, конечно, было. Но дай бог, чтобы все это было, конечно, все хорошо. И я хочу, чтобы она все-таки выучилась хорошо. У нас есть наметки. Настя, ну расскажи, куда ты хочешь? На Банковский, в Хабаровске. Настя показала нам свои увлечения. Эту картину мы делали втроем. То есть в комплекте были краски, такой вот наборчик, кисточки, и мы брали, садились за стол и по номеркам разукрашивались. Каждый цвет отдельным номером указан. Получилась такая красота. Вот. Эта картина также сделана тоже по номерам. Но делали мы уже вдвоем. Сережи не было. Тоже очень красиво. Еще одно увлечение Насти – вязание. Она вяжет одежду любимому питомцу, своей собачке. Это ты сама сделала тоже? Да, это я сама делаю, в интернете ищу и по видео делаю. Он дома ходит, на улице. На улице мы заказываем вещи еще с интернет-магазинов. Там приходят, носим их. Настя вяжет всевозможные поделки, игрушки, тапочки и радует этим своих близких. Кофточка теплая, зимняя. Это у него тоненькая, летняя. Часто дома ее носит. Это тоже такая тепленькая. Еще вот игрушки я вяжу.
кошечка, только тут глаз нету. Надо будет приклеить. Вот эти вот зайчики мои последние. Я делала на Пасху, когда был праздник. Куклу это мне в школу сказали сделать в виде сувенира. Я одну дома оставила, вторую в школу отдала. И вот еще зайчик. Все. Елена Николаевна дала совет по воспитанию детей из своего жизненного опыта. Это надо терпение и очень большая любовь. Если не будет в приемной семье, он не почувствует, что его любят, как мне Настя один раз сказал, любви не хватает мне, ласки. Я говорю, Хан, каждый день целуем по 3-5 раз. У нас в семье заведено. Уходит она в школу, мы обнялись, поцеловались. Приходит она со школы, мы обнялись, поцеловались. Ложится спать, мы обнялись, поцеловались. У нас обнимашки и поцелуи, у нас это заведено с детства. У нас Сережа маленький, когда был еще, вот он глухой, он не понимал. Вот ты меня не любишь. Я говорю, почему я тебя не люблю? Ты с Настей ходишь купаться, со мной не ходишь купаться. Ты Настю целуешь больше, меня меньше. И вот мы постоянно втроем, когда мы... Вот он, когда приезжает, он всегда у нас тоже в гости, мы вот обнимаемся постоянно. Конечно, надо сильно любить человека, потому что, как говорят, чужой человек, его все равно чужой. Нет у нас чужих детей, они все наши. Да, вот так получилось, что вот всякое, ну вот с мамой так у нее получилось. Кто его знает, может быть, она подрастет и все у них нормально будет. Но вот в данный момент надо, конечно, очень сильно любить человека, этого ребенка, которого ты взял. Если ты его любить не будешь, то не получится семьи. Надо как-то очень много прощать, очень много это где-то объяснять. Ну вот самые такие, пока маленькие детки, маленькие бедки были. Я думала, это все эйфория такая, это все вот это вот поцелуйчики, няшечки. А сейчас у нее формируется характер. Вот у Сережи, вот я же говорю, вот, конечно, вот он захотел. Но я, конечно, очень переживала, что вот он все равно уезжает. Но он вырос, у него свое мнение. И, естественно, мы не можем это задержать, мы не можем это все. Мы должны это принять и, как говорится, ну, душой и сердцем, и дать ему, наоборот, какую-то эту поддержку где-то. Поэтому и Настюша, вот у нее... Естественно, сложный сейчас период, что сложно вот так вот. Все равно много у нее, это формирование характера. Ну, тоже я же не могу, я буду ее принимать, и какая бы она ни была, я ей объясняю уже, как бы там ни было, где-то мы с тобой поругались, где-то что-то, вот, ну, надо сесть, объяснить друг другу. И все равно, я считаю, это очень большой труд, и очень надо, как вот нам говорили тогда, когда мы в школе, что надо просто-напросто терпеть, а самое главное – это любовь. Да, дочь? Ты моя сладкая. Любовь и терпение – главные принципы воспитания детей. Это мы увидели, проведя время в приемной семье Кузьменковых. Приемный сын Сергей, став взрослым и уехав в Якутск, не забывает приемную маму. С заботой и любовью относится к Елене Николаевне и приемная дочь Настя. Когда-то, попав в детский дом, они с Сергеем, благодаря неравнодушию Елены Николаевны, обрели семью, дом, место, где их всегда ждет приемная мама. Приемная семья отличается от опекунской тем, что, значит, в приемной семье опекун исполняет свои обязанности по воспитанию опекаемых детей возмездно. То есть приемный родитель, он получает вознаграждение за воспитание каждого ребенка. Вот этим отличается приемная семья от опекунской. То есть опекун, он исполняет свои обязанности безвозмездно. То есть он получает ежемесячное вознаграждение только на содержание ребенка. За исполнение своих обязанностей он вознаграждения не получает. А по закону, то есть, значит, приемный родитель может принять в семью до 8 детей на воспитание. Вот. То есть, если опекун, например, да, он хочет принять в свою семью большее количество детей, он может организовать приемную семью. То есть, не он может, а он, как бы, мы можем организовать ему приемную семью. То есть, государством и приняты эти нормы закона для того, чтобы
приемные семьи у нас существовали для воспитания большего количества детей. Нужно создавать условия, естественно, потому что это же очень большой труд, и не у каждого человека есть такие возможности, да, воспитывать детей, а тем более, если это не твои дети. И каждый приемный родитель, он наверняка оценивает свои возможности и подходит к этому вопросу очень серьезно. То есть они готовятся и проходят школу приемных родителей, и некоторые по несколько лет себя морально готовят к тому, чтобы принять детей в семью. Вот. И мы, конечно, помогаем нашим кандидатам в опекуны, в усыновители и приемные родители, да, значит, всем, чем мы можем. То есть мы сами с ними беседуем, объясняем им. Значит, и также при необходимости мы привлекаем специалистов, если это нужно кому-то. То есть у нас есть реабилитационный центр «Тускул», там у них есть в штате психологи, которые готовы прийти на помощь. Вот. Ну вот таким образом мы помогаем на своем уровне. Познакомьтесь, Айтал. Люблю играть, рисовать, смотреть кинофильмы. Также люблю играть в компьютер игры, участвую в различных конкурсах, таких как «Мистер Лето» конкурс. Айтал, ты у нас в 9 классе учишься, Да. да? Ага, а дальше у тебя какие планы? Закончишь 9 класс? Потом армию пойду, потом в университет зайду. Университет. А на кого бы хотел выучиться, расскажи. Водитель. Водителя. Угу. Айтал. Вот, а в армию в какие войска хочешь пойти? Танкистом. Танкистом. Айтал скромный, очень добродушный, отзывчивый. Ему необходим наставник, тот, кто поможет выучиться и найти свое место в жизни.